предлагает познакомиться со школой. Я так понимаю, что дети готовят для нас выступление в этом зале. Честно говоря, это просто работа с воспитателями школы. Просто сегодня день нейроинформатики. У нас проводится мероприятие. Мы просто можем дойти к вам. Мы, на самом деле, уже эту тему поднимали в конце прошлого года. И некоторые участники, наверное, помнят, как мы встречались в Академии подмене, в нашем здании, и обсуждали актуальные вопросы, связанные с развитием образования в стране. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным была поставлена задача вхождения нашей страны в десятку стран-лидеров по уровню общего образования. И мы все знаем, что в национальный проект образования вошли следующие федеральные проекты. Это современная школа, успех каждого ребенка, поддержка семей, имеющих детей, цифровая образовательная среда, учитель будущего, молодые профессионалы, новые возможности для каждого, социальная активность, экспорт образования и социальные для каждого. В этом году у нас масштабно прошло совещание в августе. Это наше традиционное республиканское августовское совещание. И гость пленарного заседания, заместитель министра просвещения Российской Федерации, как раз таки говорил о том, что в нашей республике будут реализованы 7 проектов. Я свой первый вопрос хотела бы адресовать Розе Искандеровне Шаяхметовой. Вы все знакомы с ней. Я думаю, что, наверное, не было необходимости знакомить, я буду по ходу круглого стола представлять наших участников. Роза Искандеровна является начальником отдела развития дополнительного профессионального образования и Минобрнауки Республики Татарстан и является одним из наших таких партнеров. Роза Искандеровна, я бы хотела вам слово передать. То есть как реализуется наш проект Республики Татарстан? Да, и прежде всего, наверное, проект «Учитель будущего». Да, спасибо большое. Может быть, слышно и так? Да? Наверное, и так слышно. Уважаемые коллеги, добрый день. Спасибо большое за приглашение на круглый стол. На самом деле мы на сегодняшний день выстраиваем нашу работу, в том числе в Татарстане, вокруг национального проекта образования, в целом национальный проект, а в данном случае система образования в рамках нацпроекта образования. Что же у нас вот с января 2019 года в Республике Татарстан реализуется? Вы уже об этом многие знаете, но тем не менее несколько таких реперных точек. У нас работа в 2019 году по реализации федерального проекта «Современная школа». Ну, как вы знаете, состоит из 10 федеральных проектов. И в каких федеральных проектах в 2019 году мы принимаем участие, на что мы получили по конкурсному отбору субсидии из бюджета Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан. Это первый федеральный проект «Современная школа». На самом деле, этот проект нам позволит значительно улучшить качество обучения наших школьников и, прежде всего, создание современных условий обучения. И поэтому в этом году у нас строится 10 школ и 5 пристроек к образовательным организациям. И это позволит нам, республике, создать более 12 тысяч новых мест для наших обучающихся. И общая стоимость строительства составляет ориентировочно у нас 12 миллиардов рублей. И к 1 сентября вот текущего года уже построены и сданы в эксплуатацию у нас 4 образовательных организации. Это 2 школы в городе Казани, в Нарвных Челнах одна школа, в Нижнекамске 2 пристроя в городе Казани. И до конца года планируется еще достроить одну школу у нас в Ленополисе, чтобы сдать, и, конечно же, один пристрой в Леногорском муниципальном районе. Для нас очень важен федеральный проект «Успех каждого ребенка». Здесь мы продолжаем работу по формированию эффективной системы выявления, развития и поддержки талантливых детей. В данном случае в 2019 году и на 2020 год мы подали заявку, мы выиграли на базе нашего центра ДУСЛОК. Мы создаем по аналогии Сириуса такой центр для того, чтобы можно было организовать работу с нашими талантливыми, способными, одаренными детьми. В республике такой центр будет
создан и работать вместе с нашим муниципалитетом именно в рамках этого воспитательного ребенка. Здесь имеется в виду не только работа, не только в олимпиадном движении работы, да, а работа ведется, будет вестись работа и с талантливыми нашими детьми по направлению художественно-эстетического цикла, по направлению спортивного направления и так далее. Поэтому нам это тоже очень важно. Конечно, очень большие задачи перед нами ставит цифровая образовательная среда. И поэтому, понятно, республика в данном направлении, мы уже и пионеры, и недавно много чего сделано в нашей республике, но тем не менее сейчас уже что может быть цифровой образовательной средой. Для этого в первую очередь вот в текущем 2019 году мы оснащаем современным информационно-коммуникационным оборудованием 32 образовательных, то есть конкретное число 32 образовательные организации. Из них 15 школ и 17 школ. То есть вот параллельно такая работа у нас ведется не только в школах, но и в профессиональном образовании. Также планируется обучение наших педагогов, наших работников образования, управленческих работников в данном направлении. Цифровая образовательная среда, она очень такая емкая, объемная такая работа. И, конечно же, молодые профессионалы, вы об этом знаете, в республике в 2019 году, до конца 2019 года мы создадим Центр опережающей подготовки рабочих кадров. Этот центр у нас создается на базе Казанского педагогического колледжа. На это тоже привлечено достаточно огромные средства для республики, для создания инфраструктуры, введения технологий WorldSkills и, конечно же, очень важная вещь – опережающая подготовка кадров. И то, что касается «Учитель будущего», федеральный проект, в 2019 году мы еще вели только подготовительную работу в данном направлении, а вот на 2020 год и на будущие года, конечно, вот летом 2019 года мы принимали участие в конкурсе, и, конечно же, мы победили на этом конкурсе, и республика отобрана для создания в рамках национального проекта «Учитель будущего» создания 7 центров. Это какие центры? Это первый центр будет центр оценки профессионального мастерства педагогических и управленческих работников. Данный центр будет создаваться на территории Института развития образования. Я не говорю на базе, а на территории Института развития образования. Центр оценки профмастерства – это будет самостоятельное юридическое лицо, учредитель Министерства образования, понятное дело. И здесь, вот на этом центре, можно будет оценить уровень квалификации наших педагогов, уровень соответствия и так далее, и так далее. Ведь прозвучало вот такое и в письме я увидела аттестация педагогических работников. Вот в рамках национального проекта «Учитель будущего» конкретно об аттестации мы не говорим. Вот она, аттестация, будет входить как бы именно в этот проект «Учитель будущего» в плане профессионального развития, и чтобы профессиональный человек развивался, педагог развивался, для этого надо будет оценивать. Оценка. И на сегодняшний день, даже в прошлом году, в 2018 году, мы именно в рамках национального проекта «Учитель будущего» и в рамках национальной системы учительского роста республика проходила апробацию новой модели педагогической аттестации. Новая модель педагогической аттестации предполагает оценку педагогов по единым федеральным оценочным материалам. Это первое направление. Второе направление – это оценка работодателя или представление работодателя. То есть соединенная вот такая работа – это будет результатом аттестования наших педагогических работ. Эта модель пока у нас апробируется, продолжается апробация в штатном режиме. В каком направлении, в каком аспекте будет, мы пока еще обсуждаем на уровне Российской Федерации. Как раз 26 сентября, то есть на следующей неделе, мы едем в Москву. Как раз вопрос стоит по аттестации педагогических работников, аттестации руководителей общеобразовательных организаций и стандарт руководителей общеобразовательных организаций. И поэтому вот конкретно в нас проект «Учитель будущего» об аттестации руководителей
вот четко говорится, что должна быть аттестация руководителя образовательных организаций. Как это мы будем выстраивать? Что за это будет модель? Какая будет система? Вот 26 числа в Москве как раз на эту тему будет обсуждение, мы туда едем. А вот конкретно учителя по какой модели будет аттестоваться, конкретно мы на эту тему отдельно не говорим, но в рамках нацпроекта наверняка, то есть это будет то, что нам говорили на последних совещаниях Министерства просвещения. Вот эти центры оценки профмастерства, со временем они проглотят и аттестацию педагогов. То есть, чтобы не было такого, да, нагрузки для учителей, аттестация вот отдельно идет, и еще надо пойти на добровольную оценку своего профмастерства, насколько ты соответствуешь той или иной там категории, и далее идти уже на повышение квалификации или на профессиональное развитие и так далее. Поэтому вот она такая работа ведется. То есть мы в первую очередь что делаем? Мы будем создавать в 2020 году центр оценки профмастерства, и далее мы создаем центр, один центр стандарт называется, профмастерства. То есть после оценки педагоги, выявляя у них профессиональные дефициты, они должны начинать работать и с этими центрами, и с другими нашими организациями дополнительного профессионального образования или другими центрами, в каком направлении, как можно будет выявлять, не только выявлять, а уже устранять вот эти недочеты, если они у вас есть. Поэтому вот то, что касается учителя, в первую очередь надо создать условия, а дальше можно уже работать. А эти центры будут создаваться постепенно. В 2020 году 20, в 2021 году еще один центр, в 2022, то есть до 2024 года мы должны создавать 7 центров просветительства. Это будет у нас и в Казани, это будет у нас и в Челнах, то есть географически, чтобы мы могли создавать таким образом, чтобы учителя могли туда прийти, чтобы они могли получить ответы на свои вопросы, чтобы можно было их консультировать, ну и так далее. Но по большому счету, наверное, как я представитель методической службы и города Казани, и как работник Института развития образования, я представляю вот эти центры профмастерства, чем отличается от центров или там, от института повышенной квалификации. Они отличаются, не одно и то же. Они повторяют друг друга. Если были у нас в советское время методические кабинеты, и дальше они превратились в информационно-методические центры, у кого-то там как-то по-другому еще было. И вот Российская Федерация, то есть вот эта проблема ведь на сегодняшний день с методической службой, как они должны работать. И, соответственно, Российская Федерация вот таким образом, честно говоря, нас заставляет субъекты создавать эти центры. Они, по большому счету, методические центры. Поэтому они не будут дублировать работу институтов повышения квалификации. Институт повышения квалификации будет работать с повышением квалификации, развитие образования, они будут работать. А вот эти центры, как первая ступень этих институтов повышения квалификации, можно сказать по-другому, но в то же время у них будет шире функционал. Предполагается, сотрудников набрать в этот центр? Центр имеет свое штатное расписание. Если центр оценки профмастерства, там у нас примерно 23 штатные единицы для работы. Там есть и тьютор, там есть и директор, там есть замдиректора, там есть свой юрист, свой главный бухгалтер, там есть и методист, там и тьютор, там преподаватель все есть. А вот центры профмастерства, кто дальше должны работать, организовать, вот то же самое свое руководство, своя бухгалтерия, юрисконсульты, свои кадры, свои методисты, свои тьюторы, свои преподаватели тоже там будут. То есть учителю, педагогу непрерывно приходить куда, либо консультироваться у кого. Не обязательно же приезжать все время очно. Возможно, отдаленно работать, дистанционно можно работать. То есть вот эти центры, они будут создаваться для того, чтобы мы могли организовать такую работу. Ну, я могу сказать, какие миллионы выделяются. То есть на создание 7 центров для нас выделяется 180 миллионов рублей. Федеральные деньги, получается. Это федеральные деньги на создание этих центров. Создание, понятное дело, что субсидии будут на приобретение мебели, оборудования, искусственной техники, там, программного обеспечения, на ремонтные работы и так далее. А далее уже после создания содержать и государственные задания давать будет им, понятно, субъект Российской Федерации. И содержать вот эти центры будет субъект Российской Федерации.
Федерации Российской Школы Татарстана будет содержать пестициды. На сегодняшний день мы имеем постановление Кабинета министров, что мы будем создавать центры. Там у нас есть концепции, есть там и предложения у нас есть, там и дизайн-проекты, какие площади, там есть определенные То есть требования. нужно новое здание? Можно совершенно новое здание, можно на базе каких-то организаций тоже можно создать. Мы планируем создавать и на базе Казанского федерального университета, мы будем создавать и на базе Института развития образования, и педагогического колледжа нашего университета, да, и на базе, то есть, или на территории, так скажем, да, на территории этих организаций создавая, туда привлекаем людей, либо те люди, которые устали работать в одном месте, они перейдут на другое. То есть такая работа у нас должна быть. То есть, опять-таки, мы создаем условия, соответственно, над содержанием надо работать. Мы тоже для этого, для того, чтобы мы могли поискать. Когда вы готовили проект, вы привлекали к нему специалистов Института развития образования? Или да? Конечно, конечно, без трудника. Это и институт, наш институт развития образования, да, то есть их работники, потому что когда мы делали концепцию всего, да, какое положение будет, что может быть, мы привлекали и университет наших ребят. У нас были и учителя, мы привлекали наших методистов, которые не только город Казань, да, потому что нас интересует и сельская местность, и мнение руководителей сельской местности и городской. То есть такое у нас было. Долго мы обсуждали, потому что где что может быть. И, соответственно, мы должны требования конкурсной документации России, что требует от нас. Как это может быть? И здесь какие у нас есть возможности и что мы можем делать. Вот, в общем, такая работа у нас ведется. Мне кажется, она очень интересная. Она очень как бы для центров или для методических служб это будет как бы новое веяние и новое дыхание, потому что все-таки это требовалось. Это уже давно требовалось, что-то должно быть. Другое должно быть, потому что методическая служба, по большому счету, Институт развития образования – это региональная методическая служба, по большому счету, которая работает с нашими районными методическими службами, нашими школами, детскими садами и так далее. По большому счету, вот эти организации тоже не должны отставать то, что есть у нас в школах, в первую очередь, да, в детских садах у нас есть. А вот на сегодняшний день представители Института развития образования, наверное, знают, у нас разработана концепция цифровой образовательной среды, системы дополнительного профессионального образования. То есть цифровая образовательная среда, она не только в школах, в детских садах, да, или в доме образования детей, но и в системе ДПО эта среда должна быть. Какая она будет, эта среда? Сейчас эта концепция обсуждается, то есть мы можем тоже, регион, конкретные управленцы, наши педагоги тоже могут давать свои предложения по поводу этой концепции, какая она должна быть, чтобы до того, как приняли решение, как утвердят вот концепцию этой среды. И на сегодняшний день разрабатывается профессиональный стандарт руководителя организации дополнительного профессионального образования. Тоже в рамках. Это что, как они уже давно начали разрабатываться? В нашей сфере вообще с 2010 года. Профессиональные стандарты в сфере образования на сегодняшний день – это стандарт педагога, есть, да, утвержденный, но дорабатывается. Почему? Потому что есть свои сложности. Один стандарт, то есть требования для воспитателя детского сада и для учителя – это немного разные вещи. Их надо разделить, и поэтому Минфос теперь работает над тем, чтобы были два стандарта – требования к воспитателю детского сада и требования к учителю общеобразовательного организации. Это первое. У нас есть стандарт педагога-психолога, у нас есть стандарт педагога дополнительного образования детей, у нас есть стандарт теперь воспитателя в сфере образования, у нас есть стандарт в системе дополнительного профессионального образования, но стандарт руководителя пока не утверждены. Ни руководителя общеобразовательной организации, ни руководителя дополнительного профессионального образования, они пока на стадии обсуждения, то есть в работе. Хорошо, поэтому в некоторой степени от журналистов отстаете. У нас большинство стандартов уже утверждены. Правда, вот вчера буквально пришел документ по некоторым положениям, у нас тоже будет дорабатываться.
Знаете, вот я хотела поделиться своим мнением, прежде всего, как мама, которая двое сыновей. Ну, мы живем в центре, поэтому вокруг нас располагаются школы такие уже старинные, классические, с хорошим классическим образованием. И в то же время, вот мы Ирину Ринатовну пригласили, но она обещала приехать, у нее такое большое изменение в этом жизни. Вы знаете, что ее назначили директором 18-й школы, и она вчера только получила вечером документ, который уже ее из статуса ИО перевел в настоящие директора, и она таким образом вошла в наш директорский корпус. Но вы знаете, вот у меня такое ощущение, что в классических школах все-таки ввиду ограниченности, может быть, не хватает земли, может быть, не хватает помещений, не так сильно развивается именно интерактивная составляющая. Вот мы пришли в эту школу не случайно, я думаю, Дина Андреевна тоже нам расскажет. А в то же время проекты, вот цифровая образовательная среда, учитель будущего как раз-таки предполагает, что компетенция педагога прежде всего должна совершенствоваться в связи с тем, что вот развивается вот эта инновационная среда. И мы попросили нашего партнера Институт развития образования, вот пригласили Лилию Кадусовну, Людмила Нугмановна звонила, сказала, что она в отпуске не может прийти, к сожалению, и Лилия Кадусовна сказала, что она готовила специальную презентацию. Мы бы ей хотели слово предоставить. И потом у меня такое предложение, чтобы это вот не был только наш диалог сложный, стандартный. Я хочу, чтобы вы включались, чтобы вы рассказывали о своем опыте. То есть я думаю, что это интересно ведь и директорам школ, которые находятся за пределами Казани. То есть мы бы вот хотели этим опытом поделиться. А как это возможно в нынешних условиях? Тем более, что условия, скажем, даже казанских школ, которые находятся в отдаленных районах, они не одни и те же. Инновационная деятельность в рамках аттестации педагогических кадров. Аттестация педагогических кадров осуществляется. Мы знаем, что наши педагоги проходят аттестацию на первую категорию и на высшую категорию. Когда же они проходят на высшую категорию, то здесь уже им требуется инновационная деятельность. И из опыта работы, когда мы проезжаем по районам, разговариваем с методистами, очень часто говорят, что наши педагоги боятся идти именно на высшую категорию, потому что требуется инновационная деятельность. Институт развития образования многие годы уже является региональной инновационной площадкой. Основными задачами инновационной площадки являются это оказание в первую очередь научно-методической поддержки педагогическим работникам, создание условий для диссеминации лучших инновационных образовательных практик, внедрение инноваций по направлению заявленных целей в систему образования. На сегодняшний день мы знаем, что у нас есть инновационные площадки, это первого вида, это, например, как Институт развития образования, но тоже есть еще и инновационные площадки второго вида, это непосредственно уже практическая часть, то есть образовательные организации. Как же у нас осуществляется именно инновационная деятельность на базе нашего института, на базе нашей региональной инновационной площадки? Структура методической работы на инновационной площадке первого вида, то есть на площадке Института развития образования. Это оказание помощи в самообразовании педагогов, повышение квалификации и профессионализма, уровня психолого-педагогической подготовки, консультирование, методическое сопровождение исследований, помощь в подготовке авторских разработок и оформления работы, то есть методическая поддержка творческой деятельности педагогов, разработки новых элементов технологии и практическая реализация новой образовательной практики. В прошлом году наша региональная инновационная площадка уже начала работать, создали свой сайт и начали работать на отдельном сайте, поэтому были некоторые изменения. Немножечко расскажу я об этом. Но нужно сказать, что формы работы на региональной инновационной площадке проходили по нескольким видам. Было несколько форм. Но первая и самая, наверное, классическая форма – это индивидуальная форма, когда педагог отдельно прикрепляется к инновационной площадке, начинает сотрудничать со своим научным руководителем, создает свой инновационный продукт, потом уже апробирует это, тестирует и непосредственно уже транслирует.
Вторая же форма – это коллективная форма. По этой форме мы в 2018 году, в 2019 году тоже проработали. Коллективная форма – это когда коллектив и законно-образовательная организация прикрепляется тоже к инновационной площадке, и этот коллектив, мини-коллектив, скажем так, работает над одной темой и создает один уже хороший инновационный продукт. Были также групповые формы, когда индивидуальные прикрепленные, они сгруппировывались и работали над одной темой, создавали одну продукцию. Следующий слайд можно? В прошлом учебном году инновационные площадки Института развития образования работали по 4 направлениям. Первое направление – это формирование региональной системы оценки качества дошкольного образования, то есть здесь все, что касается оценки качества дошкольного образования, мы работали с дошкольными учреждениями. Второе – это инклюзивное образование в современной школе. Одно из самых, наверное, проблемных моментов. Третье – развитие региональной системы оценки качества общего образования, повышение качества образования в школах с низкими результатами. И четвертое – это то, что касается среднепрофессиональных образований. Всего было прикреплено 426 человек. Как уже говорила, они работали и индивидуально, и коллективно, и групповые. Сайт региональной инновационной площадки Института развития образования, здесь есть и ссылочка. И хочу коротко рассказать, как же все-таки была организована эта работа. Ну, нужно говорить, что, во-первых, мы подавали объявление об открытии этой региональной инновационной площадки, о том, что можно сюда прикрепиться на новостной ленте Института развития образования. В этом году это планируется в начало октября. Также будет объявление со всеми нужными ссылками. Прочитав объявление и пройдя по ссылке, учителя и педагоги могут спокойно прикрепиться к этой инновационной площадке и начать свою инновационную деятельность в сотрудничестве со своими научными руководителями. Работа педагогов на сайте, то есть педагог, зайдя на сайт, подает заявочку, выбирает себе нужную тему, и каждый участник РИК уже имеет доступ к работе на сайте. Здесь заявитель может ознакомиться с нормативно-правовой документацией, информацией для педагогов, изучить алгоритм работы на сайте, то есть как это все происходит, и участвовать в форуме. Нужно сказать, что у нас была отдельная вкладка по каждому направлению, педагогический форум, где наши прикрепленные педагоги очень активно обсуждали именно вот те непонятные моменты, вопросы со своими научными руководителями, со своими коллегами при создании своих инновационных продуктов. Здесь же на сайте работают и научные руководители. Каждый научный руководитель также получает логин и пароль, с помощью которого входит, видит своих прикрепленных педагогов, видит также нормативно-правовую базу. Здесь же может прикреплять информацию, методические рекомендации для педагогов, участвовать в форумах и в то же время размещать инновационные продукты педагогов и выкладывать отчеты на сайт. Здесь хочу обратить внимание, если раньше у нас педагоги прикрепляли инновационные продукты, то в прошлом году мы это немножечко изменили. Инновационные продукты начали прикреплять именно научные руководители, уже изучив весь этот инновационный продукт, делая некоторые рекомендации и после исправлений, после улучшения этих инновационных продуктов. Научные руководители осуществляют координацию инновационной деятельности по вопросам, которые возникают в ходе работы, участвуют в проверке, как уже говорила, и обязательно же в апробации и в общении опыта. Организуют совместные координационные и консультационные мероприятия, оказывают содействие в трансляции и публикации инновационных продуктов. Инновационные продукты были совершенно разные. Это, например, были и методики и технологии